Президент России Владимир Путин напомнил о росте пенсионных накоплений в 2020 году. Таким образом, в следующем году пенсии вырастут на 6,6%, а инфляция будет на уровне около 3%, сообщил президент. Владимир Путин также подчеркнул, что индексация будет продолжаться. Никаких изменений в пенсионной сфере больше не планируется. Об этом глава государства сказал накануне в ходе большой пресс-конференции в Москве. Также Владимир Путин говорил о процедуре оформления ипотеки с использованием средств мат-капитала. Она будет упрощена. По мнению главы государства, нужно уменьшать количество дней, которые требуются на внесение средств мат-капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или ее погашения. Сейчас в целом такие решения принимаются. Количество этих дней будет сокращено почти в 2 раза, заявил Путин, и добавил, что необходимо расширять применение так называемого электронного товарооборота между клиентом, пенсионным фондом и застройщиком. Есть еще резервы, уверяю вас. С тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками, осуществлялись без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. И это можно сделать. И нужно сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать. Кроме того, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что детскую медицину в стране нужно выводить на более высокий уровень. Ранее президент отметил существенный прогресс в сфере снижения уровня детской смертности в стране. По его словам, россияне должны получать медицинскую помощь бесплатно, а дети прежде всего. Во-первых, у нас здравоохранение бесплатным, так же, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом, поэтому мы и говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения. В целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности.